Бритовский. Заправить головные уборы. Внимание. Равняйсь. Верно. Равнение на середину. Товарищ глава администрации Батырского района, участники соревнований, в честь отца Анатолия, воина-пограничника в миру Сорокина Анатолия Дмитриевича, для проведения соревнований построены. Докладывает заместитель председателя общественной организации пограничного братства Батырского района Тиньков. Здравствуйте, товарищи пограничники! Спасибо. Слишком перебарщивать не надо, уж так докладывать. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, на самом деле мне всегда приятно присутствовать на таких мероприятиях, что удивительно, с каждым разом такие встречи все интереснее, все организованнее становятся. На самом деле, тут не только хочу поблагодарить пограничников, я вижу уже все, наверное, роды войск, наверное, которые существуют на земле, здесь у нас присутствуют, и активно вы участвуете, когда вот праздники пограничников, праздники там танкистов, десантников, идете друг к другу, поздравляете, и этим вы показываете молодежь, вот свое патриотическое воспитание молодежи. Мне очень отрадно, на самом деле, и это у вас получается от души. Это говорил и буду говорить. Когда что-то кто-то приказывает, кто-то заставляет сделать, это никогда не получится. Когда снизу все это от души идет и получается. Я хочу поблагодарить организаторам и пограничников, и десантников, и моряков, всех зачинателей. Большую вы работу делаете. Я понимаю, вы все на рабочих местах, уйма у вас работ, семьи, остальные проблемы. Все равно же находите время, собираетесь и подсказываете будущую молодежь, как надо жить, как надо работать, и как всегда быть патриотом своего деревни, своего района, своей республики, своей страны. Пользуясь случаем, в то же время. Вот. Или сами будете, да? Вот многое делаете для вот развития местного самоуправления. Что творится, что происходит на территории сельского поселения, района, это же все муниципалитет, муниципальное образование, а муниципалитет, власть один, он ничего не может делать. Если вы вместе, если мы вместе, всегда у нас получится, Но пользуясь случаем, тоже могу сказать, не хочу слишком политизировать мероприятие, не хочу, но поймите правильно, жизнь продолжается, время идет. У нас скоро сентябрь, 18 сентября, выборы в Государственный Совет, в Государственную Думу Российской Федерации. И мы на территории района, одного депутата районного собрания и сельских поселений выбираем. Я прошу вас сделать правильный выбор, чтобы у нас ваше село, ваша деревня, наш район, наша республика всегда развивался, чтобы у нас были достойные депутаты. Спасибо. Равнять! Смирно! Знамя Чувашского республиканского общественного организации братства нести! Равнение на знамя! Уважаемые ветераны, я вас приветствую от Чувашского республиканского общественного организации братства с открытием третьего турнира памяти пограничника-афганца Сорокина Анатолия Дмитриевича. Отрадно, что его не забывают на Батырской земле. Мы в этом году третий раз проводим этот турнир. На этот турнир приехали отделение пограничного братства города Шумерли, города Цивильска, города Канаша, Шемушинского района,
Комсомольского района, Яльчикского района, Бурнавского района, а также из города Чебоксар. Всем участникам поздравляю еще раз с открытием этого турнира и желаю занять достойные места. А также хочу отметить, что на сегодняшнем мероприятии участвует наше светлое будущее, наша достойная смена. Это учащиеся школы номер 1, кадетский класс, а также отряд юных друзей-пограничников под руководством ветерана-пограничника Николая Тимюкова, а также солдата Владимира. Спасибо за внимание. Уважаемые участники турнира, представители общественности, ветераны-пограничники, приглашенные гости. Третий раз в нашем районе проводится турнир в памяти протоиерея отца Анатолия, ветерана пограничных войск МИРУ Сорокина Анатолия Дмитриевича. Анатолий Дмитриевич Сорокин родился 26 октября 1963 года в селе Туруново Батыревского района Чувашской АССР в глубоко верующей православной семье. В семье отца Анатолия две старшие сестры стали женами священников, а две другие посвятили себя монашескому служению в Иерусалиме и в Дивееве. По окончании школы с 1981 года по 1984 год проходил службу в пограничных войсках. После демобилизации стал прислуживать в Веденском кафедральном соборе в городе Чебоксары и работал по хозяйственной части храма. В августе 1984 года был зачислен в первый класс Московской духовной семинарии, которую окончил весной 1988 году. Сразу после венчания 9 августа 1988 года был рукоположен в сан диакона архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой и служил в храме святителя Николая Чудотворца в городе Канаш. 10 февраля 1991 года был рукоположен архиепископом Чебоксарским и Чувашской Варнавой в сан-Иерея. 11 февраля 1991 года назначен настоятелем храма святителя Николая в селе Янтиково Яльчикского района. Ноября 1994 года назначен благочинным 4-го округа, куда вошли приходы Батыревского, Яльчикского, Шемушинского и Комсомольского районов. Решением епархиального совета от 2 декабря 2009 года в связи с большим количеством приходов благочинный округ был разделен на два, и протоиерей Анатолий Сорокин возглавил 5-й округ – Батыревский и Шемушинский районы. Был возведен в сан протоиерея. В 2005 году закончил заочно Московскую духовную академию. Обладая общительностью и дружелюбностью, способствовал воцерковлению чувашского населения на юге республики. Кроме того, долгие годы отец Анатолий был членом епархиальной библейской комиссии по переводу священного писания на чувашский язык. Убит 24 апреля 2010 года во дворе церкви святителя Николая в селе Янтиково. 27 апреля того же года в храме святителя Николая Яльчикского района было совершено отпевание, а погребен на территории храма святителя Николая родного села Туруново Батыревского района. В семье отца Анатолия осталась вдова, матушка Елена и 5 детей. К нам сегодня на турнир прибыли глава администрации Батыревского района Рудольф Васильевич Селиванов, председатель Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства Шорников Анатолий Борисович,
председатель Батырского отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства Харитонов Михаил Миронович. Заместитель председателя Батырского отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства Тиняков Николай Иванович. Отец Сергий, благочинный 5-го округа. К поднятию флага пограничных войск приглашаем Быкова Анатолия Алексеевича, Ильерова Леонида Васильевича и Смирнова Алексея Геннадьевича. Слово для награждения представляется главе администрации Батырского района Рудольфу Васильевичу Иванову. Совет муниципальных образований Чувашской республики грамотой награждается Батырское районное отделение ТРО «Пограничные братства» за большой вклад в развитие местного самоуправления Чувашской республики. Исполнительный директор совета Николаев. Медалью за помощь и содействие ветеранскому движению награждается Санзяпов Решит Шикулович. Медалью награждается Агеев Александр Владимирович. Такой же медалью за помощь и за содействие ветеранскому движению награждается Чихин Александр Николаевич. Служу России пограничному братству. Слово предоставляется благочинному по 5-му округу отцу Сергею. Чуть извини, не 5-й, а 3-й округа. Сейчас немножко рассказали здесь про Алатырские епархии. У нас 3 епархии сейчас: Чебоксарские, Канашские и Алатырские. Алатырские, конечно, у нас Батырский район, Алатырская епархия входит. И сейчас получается 3-й округ Алатырской епархии. Отрадно, приятно, дорогие афганцы и дорогие пограничники, дорогие и здесь и ВДВшники, все, которые собрались, элитные войска.
Приятно то, что третий год мы так проводим память протоиерея Анатолия Сорокина, потому что с обратным годом, как, конечно, было, никто не думал, что вот так прервется его жизнь. Всегда вспоминая его, в гостях бываешь, всегда он вспоминал о своих службах, вспоминал, всегда вот как все мы люди. И гитара брал, и всегда песни был, вспоминается. И как будто его даже на самом деле рядом, как будто его не кажется, его нет. Вот как такое ощущение бывает, что приятно еще вот очень благодарю его, действительно, что проводите вот так третий год. И действительно, как все говорят, свои и хотя десантник, говорит, своих не бросает, получается, и пограничник своих не бросает здесь. Приятно, мы сейчас благодарю, что вот так проводите. Бог помощь. Я же не буду говорить много, потому что автобиографии здесь прочитали его. Мы видим, что труды его действительно вот есть один храм державный, который, к сожалению, не получился. Мы, конечно, стараемся дальше продолжить в этом году, если может Бог будет, если колокол приобретем, уже вид будет, и эта пирамида с куполом поднимем, вот чуть-чуть будет, конечно, вид. Ну, сами понимаете, нелегко строить, тем более наши времена. Вот еще раз поблагодарю всем, которые потрудились, еще раз братству, которые пограничники, которые. Я надеюсь, что в следующем году тоже такой проводите. Спасибо за внимание. А сейчас награждение происходит. Слово дадим председателю Чувашской общественной организации пограничного братства Анатолию Борисовичу Жорникову. Благодарность. Чувашская республиканская общественная организация пограничников «Пограничное братство». Благодарность объявляется Ёлкину Юрию Александровичу за помощь и содействие в проведении ответственного турнира памяти пограничника-афганца Анатолия Дмитриевича Сорокина среди ветеранов пограничной службы, участников боевых действий в Афганистане, на территории Северного Кавказа и других локальных войн и за поддержку боевых и пограничных традиций. Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Такая же благодарность объявляется Кузнецову Борису Васильевичу. Такая же благодарность объявляется Трифонову Александру Александровичу. Проведение активной помощи у нас раньше. Спасибо за помощь. Благодарность объявляется Зуеву Геннадию Игнатьевичу. Вам всех благ, всего хорошего. Знак ветеран пограничных войск вручается Смирнову Алексею Геннадьевичу. Служу России, пограничное братство. Молодец, как держать.
Медаль за службу на границе Тарасин Валерий Яковлевич. До России пограничное братство. Уважаемые ветераны, вчера самому активному пограничнику Батрусу, заместитель председателя Батрусского районного отделения Чувашско-Республиканского общественного гражданского братства, было день рождения. Он наш активный самый участник. Он помогал сплачивать, как говорит у нас старейшина Шимбуршинского района Северный Игорь Михайлович, Южный форпост поддерживал, организовал. Маленький подарок вручается Быкову Анатолию Алексеевичу, а также благодарность ветеранам пограничного заместителю председателя Батрусского района пограничного Анатолию Быкову. Уважаемый Анатолий Алексеевич, Чувашско-Республиканское общественное гражданское выражает вам огромную благодарность за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в политическое воспитание подрастающего поколения. Поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия, всего самого доброго, и светлой жизни, удачи в делах и дальнейших успехов в служении на благо Отечества. Председатель правительства Анатолий Жорников. Поздравляем вас! А также символикой наша общественная организация футболка, а также бейсболка с символикой вот вместе. Поздравляем вас еще раз, Анатолий Алексеевич. Желаем всего хорошего и всех благ. Поддержки воспитания подрастающего поколения. Глава Российской Федерации пограничного братства. Спасибо за внимание. Предлагаю почтить погибших пограничников минутой молчания. А сейчас слово имеет председатель Батрусского отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства Харитонов Михаил Миронович. Дорогие пограничники, десантники, гости, мы очень рады, что вы нашли время приехать сюда и провести сегодня торжественный праздник в память отца Анатолия. Теперь мы поедем на возложение цветов на могилу отца Анатолия. Делегация выйти из строя. Я хочу еще представить, к нам приехал чувашский эстрадный певец Александр Мингалев, ветеран боевых действий Афганистана, Чечни. Остальные не будет, что ли? Так. Теперь я хочу ознакомить, прежде чем разойтись. Делегация поедет на возложение цветов. Хочу ознакомить, какие у нас мероприятия будут проводиться в стадионе «Олимп». Спортивные мероприятия — это мини-футбол, волейбол, двоеборье, стрельба, сборка, разборка автомата Калашникова. На этом торжественная часть, посвященная отцу Анатолию,
заканчивается. Становись! Равнять! Смирно! Знамя Чувашского пескарского общественного организации и пограничного братства вынести! Равнение на знамя! Больно! Сейчас все хором отправляемся на место проведения соревнований. Головную машину головную машину. Головную машину. За головную машину стадион Олимп, Малая Батрева. Ехать прямо туда, потом через мост направо-налево. Там найдете. Ехать за головной машиной. Делегации собраться на возложение цветов.